Северной Осетии состоялся второй международный научно-практический семинар по семенному картофелю. Уже второй год мероприятие проводится на базе лаборатории Фотагра. В числе приглашенных лучшие специалисты Европейской экономической комиссии ООН, Всероссийского научно-исследовательского института картофельного хозяйства имени Лорха, Швейцарского исследовательского центра «Агроскоп» и Центра биоинженерии Российской академии наук. Главная тема семинара – оригинальное семеноводство картофеля в условиях специальной высокогорной зоны Северной Осетии. Семинар продлится 2 дня. В первый день программы специалисты обсудили особенности производства различных сортов картофеля, развитие отечественной селекции семеноводства с учетом потребностей рынка. Во второй день участников ждет выезд на высокогорный питомник оригинального семеноводства Фотагра. Отметим, на сегодняшний день наша республика занимает передовые позиции в картофельном семеноводстве. Нам отрадно отметить и приятно, что это очень важное и нужное дело. То, что мы испытываем на себе в условиях малоземелья, что надо интенсивно использовать и не только товарный картофель, а именно семеноводство. И то, что оно развивается здесь, и начали на энтузиазме, и теперь завоевывать все более широкие просторы. Ярмарка индийских национальных товаров вновь открылась во Владикавказе. Здесь представлено множество продуктов из Индии на любой вкус и цвет. Любители восточных товаров могут приобрести натуральную косметику и текстиль, индийский чай и специи. Особое место занимают изделия ручной работы, кувшины, шкатулки, бижутерия и многое другое. Напомним, ярмарка индийской продукции функционирует в спорткомплексе «Манеж» и продлится до конца июля. Наша цель – представить всему миру индийскую культуру. В наших планах посетить и другие страны – Южную Америку, Новую Зеландию. Мы привезли много национальных изделий, чтобы познакомить всех с Индией. В Северную Осетию с победой вернулся борец вольного стиля Давид Баев. Молодой вольник стал чемпионом первенства мира среди юношей. В финале Давид уверенно победил борца из Азербайджана Мхира Амирасланова. В первом периоде Баев создал преимущество в 3 балла – 4-1. Во втором, заработав еще 2 балла, Давид уверенно довел схватку до победы – 6-3. Также в активе воспитанников Остинской школы вольной борьбы 3 серебряные и 1 бронзовая медаль. Благодаря выступлению наших вольников российская команда заняла первое общекомандное место, опередив Иран и Соединенные Штаты Америки. Добавим, первенство мира среди юношей по вольной борьбе проходило в словацкой Снине. Подавляющее большинство борцов сборной команды России составляли воспитанники Осетинской школы вольной борьбы. Радует, что столько медалей привезли с чемпионата мира в Осетии. И благодаря нашей команде Россия заняла первое место общей командной.